Спасибо. Так, да, наконец-то предоставляю слово прекрасной Фариде. Спасибо огромное за то, что меня пригласили сегодня. Это прекрасные блогеры сегодня собрались, но просили сегодня, чтобы я спела на татарском, на чувашском языке. Вкратце познакомлю с собой. Сегодня я выезжаю почти на все регионы, куда приглашают. Пою на татарском, на чувашском, на русском языках. И так как бы прокладываю мост между нашими народами. Очень-очень много общего. Приходят к нам зрители и татары, и чуваши, и татары, и русские. Поэтому наши залы нам очень нравятся. И народ, слава богу, ходит, зрители приходят, почти полные залы. Не выбираем сегодня, где нам выступать. И в селах, и районах, и в деревнях выступаем. Поэтому это тоже зрителей нельзя оставлять в стороне. Надо их поддерживать, потому что непросто у нас сейчас после всего этого. Ну, здесь сегодня уж, конечно, не каждый певец согласился бы в такой обстановке сегодня петь, потому что никакого оборудования нет. Но я попробую, хорошо? С чувашского, наверное, начнем, да? С чувашского прекрасного. Всегда говорю чувашам, говорю, услышьте, какой прекрасный все-таки глубокий язык, такой можно и философию, всю глубину можно передать через чувашский язык. Поэтому прошу их же и прошу, чтобы они как бы акцентировали пристальное внимание, с пристальным вниманием слушали, как он поется, как он изливается в песне. И погромче заново. Сейчас песня, авторская песня, на слова Василия Шахранова. Чендерле, кибер, кружевной мост. Кажа шук-шура, лишь зиман савна выра, зунада бурнан, ветеранske югана зыва. Кажа шук-шура, лишь зиман савна выра, зунада бурнан. Чендерле bir hıvas sana bakma kaçma. Yıllardır pırzalara şişonama uçma. Çindirli bir hıvas sana bakma kaçma. Yıllardır pırzalara şişonama uçma. Batulat manjuna, yingo batuya. Sanbatna kuman, yıllardır pırzalara şişonama uçma. Çindirli bir hıvas sanbatna kuman, yıllardır pırzalara şişonama uçma.
Огромное спасибо. Ну, конечно же, в своих сольных концертах, а это в Чебоксарах в большинстве, это там огромный зал, и, конечно, сюда приходят, и в то же время чувашских зрителей знакомы нашими песнями, в том числе и ретро-песнями. Им очень нравится, потому что если только я 2 песни пою, они обязательно говорят: вы мало сегодня спели. Мы очень любим татарскую, и татарские песни, и татарскую культуру, и поэтому, конечно, приобщаю, знакомлю. Они с удовольствием танцуют под эти песни, подпевают даже. А сейчас хочу исполнить, раз сейчас тут и татары есть, хотела бы ретро-песню, и эту песню все знают, может быть, еще и поддержите. Шенген Шешкелер. Эта песня Kışları kayda, seni gitken yata, senin narine, halara itmiler, mina yarata, senin narine, halara itmiler, mina yarata. Vivata, şeşkeler zıydam, zıygan şeşkeler, şimdi narinedir, oy sıraridi, gitmenimediler, şimdi narinedir, oy sıraridi, gitmenimediler, sündüler inedir, sündüler inedir. Gençler, babatırlar, kayıtı haberler. Спасибо большое за эти прекрасные песни. А мы продолжаем дальше знакомиться. Я уже вставать не буду. Представляю следующего блогера, который сидит рядом со мной. Эльдияр Александров, который прекрасно разбирается в чувашском фольклоре и знакомит в своих социальных сетях своих подписчиков со своими знаниями. Всем привет. Пурниде салам. Ну, в общем, Ксюша сказала, я учусь на фольклориста, отучился на филолога и, соответственно, после этого устроился работать журналистом на телевидении, на радио чувашское, и это очень сильно помогло с аудиторией, и в какой-то момент просто захотелось это все рассказать, потому что очень богатый фольклор, очень много различных интересных традиций, моментов, и
в 2020 году я как раз, поговорив с Ксюшей, решил, что пришло время что-то дать людям, помимо эфиров, и, ну, попробовал сделать все своими силами, тогда мне это не очень зашло, поэтому я ограничился работой на радио, и вот, а потом пришел к тому, что все это можно рассказывать и в других формах. Ну, открыл для себя белую поэзию, ну, когда пишешь стихи, но они как бы и ритмические, но в то же время рифмы в них нет. Но это очень клево заходит. Например, ты берешь какие-нибудь народные песни, просто слушаешь их, и потом все это переосмысливаешь и передаешь обычным языком, как, ну, как житель города обычный, как житель деревни или там, грубо говоря, как студент, как подросток, и все это ты через себя пропускаешь, пишешь, и людям это заходит. В общем, я понял, что так надо делать. Сейчас запустил новый цикл передач в этом плане на радио. Ну и сейчас вот то, что я начал в 2020 году, мы снова решили возродить уже с помощью телевидения. В общем, сегодня-завтра первые видосики пойдут. Короче, вот так вот. Спасибо. И представляю вам Анастасию Сайкову. Она сегодня приехала издалека к нам из Москвы. Анастасия ведет телеграм-канал о чувашской культуре, о культурах других народов. Называется «Андагала», что переводится как «И не говори». Анастасия, предоставляю слово. Спасибо большое. Я немножко волнуюсь, потому что, в отличие от моих коллег, я не работаю в кадре, я такой закадровый персонаж, и сегодня такой выход из зоны комфорта для меня. Но если меня поддержите, я думаю, что все получится, я смогу что-то рассказать. Салам. Я очень люблю это слово, потому что оно открывает ключ, мне кажется, ко многим национальностям, ко многим людям везде, куда бы ты ни пришел, ты скажешь салам, и для меня это звучит по-родному, и для многих других людей из Казахстана, из Турции, из Туркменистана и так далее тоже звучит как что-то свое. Вот. Но, наверное, я такой экспромт, формат экспромта, начну с того, что спрошу у вас. Я так понимаю, что здесь, наверное, все преимущественно из Татарстана сидят в зале. Говорите ли вы вот на татарском или, может быть, на каком-то другом языке? Если да, поднимите руки, кто говорит на нем. Очень интересно узнать. Да, на татарском. Все, один человек? Все говорят? Хорошо. А кто говорит на нем дома? Вот из вас, присутствующих здесь в аудитории. Класс. А кто говорит, может быть, на нем со своими детьми или владеет им в таком уровне, чтобы передать своим детям? Просто очень здорово. Я спрашиваю неспроста, потому что раз мои коллеги, наверное, вас можно так назвать, или мои друзья, туссем, рассказывали про историю там своих каналов, блогов, моя страничка началась, наверное, с того, что в один момент я просто поняла, что чувашский язык умер на мне. То есть, что я не смогу его передать своим детям. Вот потому что я знаю его достаточно средне. Я знаю его благодаря одной из своих бабушек, Кугамай. У нас в Чувашии называют по-разному бабушек с папиной и маминой линии. Вот. И когда Кугамай, скажем так, говорила с нами в детстве, только на чувашском, мы его понимали, учили, это нас стимулировало, потому что ты хочешь быть не голодным, хочешь парное молоко или, я не знаю, что-то еще, ты должен пойти и сказать Кугамай на чувашском, что она тебе должна дать. И это, конечно, стимулировало очень хорошо, знать все эти слова, поэтому сейчас я как бы в Чувашию, если приеду, не останусь там голодной, но больше ничего не смогу, наверное, спросить или попросить. Вот. И такие вот мысли, не очень, наверное, позитивные, да, подтолкнули меня к тому, что я могу сделать в этой ситуации, как я могу, может быть, ее исправить. И, как мне кажется, сейчас пошла очень классная волна, очень классная тенденция, тренд. Я не хочу назвать это тренд, потому что мне кажется, что тренд – это что-то очень такое проходящее быстро. Я хочу назвать это каким-то интересом у очень многих разных народов. Я живу в Москве, и там как бы такой микс национальностей, да, люди из разных регионов приезжают. У всех свой интерес к родной культуре. В разных степенях проявляется. Появляется очень много классных проектов, очень много классных современных брендов одежды, я не знаю, каких-то открыток, YouTube-каналов, СМИ, которые
по-своему пытаются это все переначить и перетранслировать. И я подумала, что, возможно, я тоже могу сделать что-то такое, что я умею. И завела эту страничку Антокола. Если вы подпишетесь, я буду очень рада, потому что, как, наверное, заметила Ксюша, мне интересны вообще процессы в разных национальностях. Вот недавно я прочитала про очень классный кейс группы Айгел, да, правильно произносится, которая уже после, кстати, очень популярная, записали альбом на татарском, а еще сделали там в соцсетях посты, такой словарик для комментариев с популярными татарскими фразами. То есть привлекли там какую-то свою не татароговорящую аудиторию к творчеству, к языку. Это было очень дико интересно и прикольно. Вот. И мне этот вот тоже все очень интересно следить за этими процессами, как называют, наверное, развитие миноритарных языков России. Вот. Если есть вопросы какие-то, то можете потом уже задавать. Наверное, я завершу свой рассказ. Спасибо. С чувашскими блогерами мы познакомились. Сегодня в этом зале присутствуют еще и татарские блогеры. Я думаю, они тоже о себе расскажут сейчас. Я думаю, начну с тебя. С тебя, да. Можете вместе рассказать, будет классно. С микрофоном надо, да? Всем салам. Все народы хороши, но чуваши от души. Меня зовут Ильнар Идрисов, я снимаю ролики про татар, креативные ролики с татарской концепцией про татар. Может, меня кто-нибудь видел там в ТикТоке? Да? Очень приятно. Вот, сейчас ТикТок заблокировали, поэтому сейчас мы снимаем шортсы, ну, я, по крайней мере, и с Ильей мы снимаем рилсы вместе, получается, да, и у нас неплохо получается. Вот. У нас там есть тоже один формат, который залетел. В Татарстане они говорят, вот мы его сейчас распространяем, тоже экспериментируем, разные ролики. Вот, собственно говоря. Всем привет. Хайрликен. Здравствуйте. Не знаю, как на чувашском будет. Как будет, кстати? Салам, да? Вот. Я татарская певица, эстрадная певица, блогер по совместительству. Вот. Снимаю я чаще юмористический контент. Снимаю одна, и раньше с мамой снимала. Сейчас вот с Ильнаром очень часто снимаем. И вот этот формат, который называется «В Татарстане говорят», мы хотим показать как бы особенности нашего народа, там, да, какие-то фразы через русскоязычный контент. То есть очень многие люди не из Татарстана, там, с Казахстана, еще вообще и русские, да, разные народы заходят и спрашивают, а что значит вот эта фраза, там, а что значит вот это слово, кто-то понимает, там, кто-то догадывается. В общем, таким образом пытаемся распространить татарский язык, какие-то особенности нашего языка, вот, нашего народа. Ну и плюс к этому же я, как я сказала, что я певица, занимаюсь творчеством, выступаю на концертах. Кстати, вот скоро будет мой сольный концерт 14 апреля. Реклама. Приходите. Нет, билеты будут открыты в продаже с 13 числа. Вот. Театральная площадка МОН – это в Национальной библиотеке. Вот. Да, рекламируйте. Вот. И я тоже стараюсь распространять нашу музыку. У меня, наверное, возможно, в моем исполнении звучит немного специфично, потому что люди у нас в Татарстане привыкли более к таким, не знаю, как это назвать, среднестатистическим песням, там, с гармошкой, вот какие-то вот такие стандартные. А у меня больше, наверное, современный репертуар. Вот. Ну, народные песни я тоже пою, то есть у меня много всего разного, но я стараюсь делать акцент на что-то современное, чтобы было трендово, актуально, чтобы молодежи было интересно. И вот поэтому решила сделать такой акустический концерт под живые инструменты. Меня не предупреждали? Ну, в принципе, все. Вот, может, есть какие-то вопросы. Раз уж мы с блогерами здесь собрались, вот хотел спросить у вас, на какую площадку вы сейчас вообще делаете акцент? Ну, типа, у вас ВКонтакте, да? У вас тоже ВКонтакте? У всех ВКонтакте? Росграм, ну да, аналог, получается, Росграма. Туда закидываете. Но я понял, в Инстаграм, да, что скрывать. Нет, я хотел... вот, ну, помимо Инстаграма, я тоже там вот рилсы закидываю, да, там тоже залетает. Инстаграм, он уже больше про красоту. А вот у вас как, ВКонтакте вообще выстреливают видосы? Слабовато, да?
Просто у меня лично тоже так же, я типа пока ВКонтакте так вот отложила, вот Лилия там хорошо ведет, у нее там больше вот публикаций тоже набирает, да, как вот у Лесной тоже самое, там такие с картинкой больше набирают просмотры. Я пока еще тоже почву особо не прочувствовал там, да, ВКонтакте. Вот я сейчас вот закидываю тоже параллельно видосы, которые я закидываю в Инстаграм, в YouTube Shorts, вот, и там, кстати говоря, хорошо набирают просмотры. Вот если что, имейте в виду, шорты сейчас прям хорошо залетают. Если там как бы и тоже есть сценарий немножко, да, есть монтаж, такие хайповые видосы залетают. У меня там на самом деле рекламные видосы, которые я закидываю в Инстаграм, ну там коммерческие, да, закидываю еще потом шорты, они там набирают, ну там по 3 миллиона, по 2 миллиона, я не знаю, как это работает. Вот, поэтому шортс как бы, да, такая вот для меня вообще хорошая пока что площадка, можно сказать. Ну и Телеграм, что еще там, ВКонтакте. Ну, Япи, кто-нибудь заливает Япи? Кто не пробовал Япи заливать? Азат, ты пробовал? И как получается? Вот, что-то как-то тоже слабовато. Вот, но как ТикТок пока еще вот платформы таковой вроде нет. Может, когда-нибудь разблокируют ТикТок, и мы вернемся. Но старые видосы залетают, да, в ТикТок, которые... Да, и у меня тоже там 600 тысяч уже вроде, не знаю, как набралось, там по 40 миллионов видосы там как бы, вот, но, к сожалению, заливать нельзя. Ну, можно через зарубежную симку, конечно, заливать, но там смысл, типа, заливать мы же там про Татарстан, Москву, там такая русскоязычная аудитория. Вот, что еще хотел спросить у вас такого интересного? О, хорошо. Вопросы. Азат, пожалуйста, выходи, представляйся, рассказывай о себе. Да, всем добрый день. Что могу сказать? Всем здравствуйте, салям-нар. С Константином вот мы знакомы, я Рамзе тоже рассказывал. Я делал, может быть, вы видели маску, как Яндекс.Переводчик, перевод с татарского на русский. Был такой в 2020 году. Вот мы с Константином тоже поработали, сделали такую маску вот для чувашской аудитории тоже. Да. Вот. Что могу сказать про контент, который снимаю? Ну, если честно, я вот когда выходил, тоже говорил, я не позиционирую себя как блогер, если честно. Просто я пришел сюда посмотреть студию, ну, познакомиться с вами, вас послушать. Про контент, вот про свою историю могу рассказать. Начать с того, что когда мне было лет 14-15, мы начали делать группы ВКонтакте. Типичный татарин, до сих пор мы их ведем. Ну вот из такого национального. Типичный татарин есть группа Ахал Татарин. Вот там набирают у нас просмотры, если касаемо вот ВК. У нас там есть там посты, которые набирают по 200 тысяч просмотров. Там вот в ВКонтакте, допустим, 40 тысяч просмотров. Ну, это новостная такая группа. Про свой контент на своей странице. Ну, просто я рассказываю про свою жизнь. Опять-таки, ну, не знаю, вот про свои путешествия раньше рассказывал, исходя из того, что я учился 9 лет в университете, закончил в прошлом году аспирантуру, учился в Японии 1 год, в Китае полгода, в Польше полгода, в Work and Travel, по программе Work and Travel летал в Штаты. Вот на протяжении всех этих путешествий рассказывал про путешествия, старался, допустим, опять-таки касаемо из национального, да, момента касаемся, старался фоткаться с флагом в разных столицах мира, разных столицах стран. Там и в Китае у нас есть фотка, в Пекине, в Токио, в Нью-Йорке, в разных других странах Европы. Ну, вот как бы вот такой плюс-минус контент у меня был. Если есть какие-то будут вопросы, то буду рад на них ответить. Спасибо большое. Азат как-то очень далеко сел, может, ты сядешь вперед, как всем остальным? Хорошо. Ну вот как раз сейчас блок вопросов должен начаться. И, Ильнас, если у тебя вопросы есть, пожалуйста, задавай. И все остальные. Да, вот так вот. Сколько у вас подписчиков в запрещенной соцсети? 41 тысяча, да? У кого больше? У меня 60 тысяч скоро будет. У Лили, по-моему, здесь самое большое количество. У тебя сколько, Лили? 70 с чем-то, не помню. Понятно, ладно. Костя? Статистика, да. Ну, скинем там статистику. Но у меня там, не знаю, у меня там
10 тысяч, может быть, там набрать иногда, если хорошие дни, вот так вот можно набрать. Вот этот микрофон на этой основном. стороне, этот микрофон на той. Есть ли какая-нибудь проблема с потерей языка? Ну, то, что вот люди не разговаривают на вашем языке, больше на русском, потому что у нас как бы в Татарстане остро поднимает этот вопрос. Вот как у вас дела обстоят? Мне вообще кажется, то, что кто сегодня здесь собрался со стороны Чувашии, да, это те блогеры, которые начали свою деятельность именно исходя из этой проблемы. Потому что я уже, как сказала в начале, ну, во-первых, меня очень сильно тревожило то, что о чувашах никто не знает в других странах, да, кроме тюркоязычных и в Азии. И плюс то, что чувашского языка очень мало даже в самой республике. Я вот сейчас приехала в Татарстан, я хожу вот по вашим там заведениям, и я слышу ваш язык. Чуваши, к сожалению, не так. То есть если ты не подойдешь и не задашь вопрос, ты чуваш, то ты даже не узнаешь, знает этот человек чувашский или нет. Вот. Поэтому, да, это очень большой вопрос, очень такой тревожащий нас всех, наверное. Я, к сожалению, не всегда веду на чувашском языке свои другие, скажем, соцсети. У меня только YouTube чисто чувашский. Все остальное я делаю для того, чтобы хотя бы знакомить другие народы с чувашской культурой. Может, это... Ага, конечно. Ну, на самом деле, вопрос-то уж понятно, у всех народов, наверное, это стоит, у миноритарных народов, потому что численности сокращаются, и языки в том числе из использования немножечко выходят, но я думаю, что Ксюша немножечко преувеличивает, потому что ну, в Чебоксарах основное население все равно чуваши, там 70%, 60%, и поэтому чувашский он звучит, но он среди возрастной категории, по большому счету, среди молодых его меньше. Вот, поэтому хотелось бы... Ну, мы стараемся делать контент для молодых, но тем не менее, как-то у нас в этом плане немножечко тоже все туговато идет, но мы пытаемся. Спасибо. Ой, тоже нет. Ну, я бы попросила, на самом деле, показать другое. Напишите, не знаю. Нет, Хирзем они, скорее всего, не напишут, потому что там нет буквы «э». Напишите «Чувашское биеннале», и таким образом найдется последнее. Это мой первый... Я хочу похвастаться, но я один из первых биеннале, да. Я из первых людей, который начал чувашский YouTube. Сейчас у нас Да, и сейчас мы недавно с моей подругой начали другой формат, буквально месяц назад. То есть мы обсуждаем новости на чувашском языке. Это, знаете, просто посидеть, поболтать, по-женски похихикать, скажем, да. А? Что? Прожектор, ты, по-моему, написал, да, то, что это, мне недавно скинули, что ты сделала репост, позавчерашние новости, да, то есть мы просто сидим, смеемся, обсуждаем. Но мне нравится такой формат, этот формат очень хорошо заходит именно молодой аудитории, кто учит язык. Кстати, вот от этих людей мы получаем много слов благодарности, потому что людям, кто учит чувашский язык, кто пытается не забывать его, это очень важно, то есть слышать его даже на бытовом уровне, а не на высоком там, литературном, да, потому что он достаточно... Ам, а чё, это много разве? Слушайте, это много, если ты говоришь только об одном. У нас тут все по блокам и по рубрикам. То есть очень кратко мы даем какие-то новости, даем свои комментарии, делаем вставочки информационные. То есть именно это держит хороший взгляд. Второе видео у нас получилось немножко затянуто, потому что мы переживаем про язык, очень много ноем, но первый вариант мне очень понравился, и люди тоже хорошо отзываются. Вы обсуждаете что-то актуальное, да, какие-то Что-то актуальные новости, да, которые касаются Чувашии. у вас юмористические. От моей стороны нет, потому что я особо не люблю такое. В целом, по-моему, что-то же делают, да? Но их сегодня нет. Эльвиру Борисову, она очень смешные видеоролики делает. К сожалению, она в Москве живет тоже очень далеко, поэтому не смогла приехать. Ну вот у нее... Сколько у нее подписчиков? Много. Да, у нее есть персонажи, Марья Ивановна, еще другие персонажи, которые очень органично, интересно смотрятся. Мне кажется, вот из этих вот видосов можно такие, допустим, у вас там, да, короткие отрезки, типа там сделать и в шорт закинуть, по-моему. Проблема в том, что как бы это перевести. Я вот хотела спросить про шорты. Там нужен обязательно вертикальный формат, да? То есть либо я могу вставить ну, да. Растянется потом. Да, может растянется. Ну, можно залить там и горизонтальный видос, он закинется в любом случае туда. Просто там длительность 60 секунд. Ну да, то есть самые такие острые моменты, и мы тоже думали об этом с девчонками. А можете о канале нажать? А там пока ничего нет.
пока получается вообще нет. Нет, я же говорю, это прям просто очень пилотная такая штука. Мы пока сами не понимаем, на чем основываться, мы не всегда можем собраться, то есть сложно, но нам нравится, скажем. Это тоже можно показать, это мой начальный, скажем, YouTube-канал, когда я тоже экспериментировала, делала всякие влоги на чувашском языке, путешествия, и тоже пыталась давать какие-то реакции на текущие события Чувашии, но я уже говорю, то есть это либо надо тебе бросать работу, да, и выживать только на блогинге, то есть для меня блогинг — это чисто повеселиться, Вот да. хотела спросить, монетизируете ли вы ваш контент? Я монетизирую, у меня есть другой контент, я еще рисую, вот это я монетизирую неплохо, я бы сказала. Рисование, да, немного? Ну, это тоже касается с Чуваши. То есть я делаю чувашские календари, например, открытки и так далее. И все это у меня, то есть у меня достаточно большой, широкий круг деятельности, поэтому вот это я могу монетизировать. Хузан — это Казань на чувашском. Хузан, да, в Казани, да. У вас же тоже Казан даже, да? Да, у нас похоже много, я узнавала. Вот, кому-то передать дальше. Вот все, что здесь снималось, это снималось на iPhone. То, что снимается сейчас на новом, Херзем, это уже на хорошее оборудование. У меня сестренка, благо, пока работает в хорошей фотостудии в Москве, и мы по ночам приходим там с 12 часов ночи снимаем. То есть только так, к сожалению. Вот. Да, я там пока что. Мне интересно, получается ли обратный связь от чувашской молодежи, как они воспринимают ваши ролики и ваши рассказы? Потому что кто-то из блогеров говорит, что уделяет особое внимание фольклору. Как вы вообще? Что они пишут? Поддерживают ли они вас? Может быть, у них есть свои какие-то определенные запросы? Я сегодня об этом разговаривала как раз со своими коллегами. Очень хорошая, классная связь именно от нашего поколения. Меня вообще радует мое поколение, которое интересуется продвижением Чувашии. И в основном именно мое поколение, молодое поколение, оно в восторге, потому что у нас такого нет. И то есть очень, очень же любят молодые посидеть там за чашкой чая, что-то посмотреть, и это как раз-таки тот формат. Но есть, но среди взрослого поколения, потому что у нас все-таки, где вот сейчас мы здесь разговариваем, иногда включаются русские слова, потому что мы живем в Москве, у нас немножко другая языковая среда, и там даже не такая большая частота, да, русских слов, но это вот очень сильно режет слух именно взрослому поколению, именно вот от них я получаю. Что ж ты вот так вот, почему? То есть и это очень сильно отбивает желание что-то дальше делать. То есть от молодых мы получаем очень много хороших, теплых слов, именно поддержки. А вот почему-то взрослое поколение, вот вместо того, чтобы похвалить, сказать: давайте, да, девчонки, молодцы, наоборот, пишут то, что ну что ж вы делаете с нашим-то чувашским потрясающим языком. Вот, что у вас примерно такое? Да, ну вот. Да. По своей отрасли. А мы хотим... Это не поменяется, мне кажется. Тет-а-тет, да? Такие комментарии приходят в личку, к сожалению. Я думаю, что если напишут подобное, то я иногда могу сказать: так, сестры, мне там что-то плохое написали, много сестер, говорю, мне там плохое написали, идите-ка разберитесь. Да, и то есть взрослых я получаю именно в личку, к сожалению. Иногда я это выкладываю, говорю: ребят, смотрите, что с этим делать? То есть я хочу показать взрослым, что это нормально. Как на это реагирует моя другая аудитория, скажем. Мы с этим разбираемся. Не надо никому доказывать, а просто надо делать и все. Конечно, конечно, мы делаем. Сколько людей, столько мнений. Умный батюшка говорит: пришел, это хорошо. Самое главное, не отбить желание. Ну, на таких не надо смотреть. Да, Ой, я там была. Радуемся, что есть, мы не работаем, за сколько боремся за сохранение языка, и то, что вы есть, взяли вот такую ответственность, да, популяризацию чувашского языка среди такой молодежной аудитории, да, это очень хорошо. Вы тоже будете взрослеть, нарастать опытом, знаниями, да, но
никогда не забывать про свой этот опыт, да, вот что вас раздражало, и потом, чтобы обратной реакции к молодежи, чтобы такого не было. Вот. Со временем мы все меняемся, но вы большие молодцы. Со своей стороны просто хочу, чтобы вы и дальше работали. Я думаю, дальше все равно это все развивается, все начинается со смешного, наверное, со смешных таких, и потом уже начинают люди задумываться, что же хорошего, полезного я могу сделать, например, для своего народа, для своих людей, да, вот, и уже контент у вас будет посерьезнее обогащаться. Поэтому не останавливайтесь, работайте, делайте и дружите с нами. То есть нам тоже есть чему у вас поучиться. То есть мы тоже в сфере СМИ стараемся, как бы боремся за читательскую свою аудиторию. И если мы будем работать вместе, наверное, мы сделаем больше. Надо выше. Можно еще вопрос? Да. Прощение, перебью, да? Все нормально. У нас вот, говоря о чувашской культуре, у нас в Казани есть прекрасная группа, которая создает невероятную музыку чувашскую. Это группа «Шаму». Вы, наверное, знакомы, да? Вот недавно только состоялся концерт, и там были, да? Просто стало интересно, знаете ли вы об этой группе? Можно, да, вот вопрос по теме. Как у вас музыка развивается? Вот есть ли какие-то молодые исполнители, которые вот, ну, несут что-то актуальное на вашем языке? Прям вовремя взял микрофон, как раз музыкальным редактором сейчас на радио работаю. И если говорить про молодых исполнителей, которые делают хорошую музыку, их достаточно на самом деле. Хотелось бы больше, но тем не менее. Тут вопрос в другом. Готова ли аудитория сама это воспринять? Ну вот, например, та же Вера с группой «Шану» делает потрясающую музыку. Мы давно с ней знакомы, с казанских времен. Она использует народные песни, поэтому особенно мне близка, потому что я как фольклорист не могу это не оценить. И вот, в свое время пришлось прямо силой затолкнуть эту музыку к нам, но она, я не скажу, что сразу зашла. Не скажу, что вот так вот, но тем не менее она звучит ежедневно сейчас. А потом, чтобы эту музыку как-то популяризовать, как раз пришла идея сделать передачи со стихами, чтобы это было художественно и литературно. Музыка заходит, если она вообще потрясающая. И в какой-то момент я начал писать, например, грубо говоря, пишу текст, элементарно про любовь, да, который близок всем. Пускай это фольклорный, пускай не фольклорный, но это и для молодежи, кстати, близко. И вот с этой передачи неплохие отзывы получил именно от молодого поколения, примерно до 35, вот так вот. Как-то есть устойчивая аудитория уже образовалась. И хорошо идет, когда музыка такая. Есть прикольная группа с Эстонии, они тоже пишут чувашский инди такой, притом основываясь на пентатонике, полностью на традиционной ладовой музыке. Звучит очень клево. Вот эта группа Тарай. И местные исполнители тоже есть. В Чебоксарах вот Ялар постоянно экспериментирует, что-то выпускает. Молодые, они больше по классике идут, по классике чувашской эстрады. Но тоже хорошие треки очень. Они прям заходят, и молодым нравятся, и так далее. Вот. Хотелось бы больше. Надеемся, что будет. И качественней. Да, да. Качество бы хотелось больше. Хорошие группы делают прям хорошую музыку. Разнообразие жанров тоже появилось. Это тоже прикольно. Стоит задуматься и о... я задумываюсь о том, что мне самому не хватает... я хочу обучаться, в общем, и знать лучший язык. Мне не хватает в какой-то момент, вы тоже некоторые упоминали, не хватает в какой-то момент языка самого себя. Есть ли какие-то пути, либо, может быть, вы видите, какие способы, чтобы самому для себя, чуть больше знать язык свой? Что-то, возможно, вы делаете? Например, Костя, насколько я знаю, чтобы выучить чувашский язык, поступил на факультет чувашской филологии, уже сейчас. В 2020-м, как я уже сказал, начал вести чувашский блог. И ведя блог, хочется же все-таки тоже что-нибудь полезного передать, да, ведь? И захотелось мне более углубленно знать свой язык, свою культуру, не так поверхностно, как среднестатистический человек, да, который получил школьное образование. И в 2021 я поступил в университет, в Чувашский государственный университет, именно
по направлению чувашской филологии, где и язык углубленно изучается, и культура, и традиции, история. В общем, оттуда я сейчас получаю новые знания и сразу же транслирую как бы в своем блоге, в свои видео. Так, а мне тоже хочется добавить про язык, про то, как его учить. Так, все, можно говорить? Мне кажется, что самое крутое, что можно вообще сделать для того, чтобы как-то изучать язык, это создавать среду. Вот, например, за что я дико люблю Ксюшин канал Херсэма, и вот коллеги зря сомневались, что 20 минут это будет смотреть. Я, пока готовила ужин, посмотрела оба выпуска, когда его увидела, и мне даже не хватило, потому что мне дико понравилось то, что я понимала, о чем они говорят. Мне это было интересно, потому что это касалось не каких-то времен прошлого, да, которые уже прошли, а каких-то моментов, которые сейчас волнуют и актуальны. Я думаю, что классно было бы девочкам, может, даже брать международную тему и какую-нибудь там всероссийскую, не только чувашскую среду обсуждать. Я дико радовалась, что я понимаю. Ну, то есть прям такой думаю, ого, я еще не совсем потерян для чувашского языка. Потом, мне кажется, что та же самая музыка, модные треки дико помогают. Вот у нас есть Коледова, наверное, я не знаю, слышали вы, нет, ее песню «Нарспи». Благодаря этой песне я выучила этот текст классической поэмы Константина Иванова, классика чувашской литературы. Так бы я как бы, ну, эту книжку читала там в 10 классе, и все, забыла о ней. А благодаря песне я уже знаю эти стихи, если что, даже могу рассказать. И потом смотрела в переводчике, что там обозначает какое-то слово, и теперь я его знаю. Также, мне кажется, все мемы, какие-то стикеры в Телеграме, я не знаю, какие-то надписи на футболках, куча всего, что порождает в том числе и блогинг, дико помогает тебе язык и словарный запас нарабатывать. Еще есть какие-то языковые курсы, есть онлайн видеозаписи и так далее. А еще вот те самые комментарии. Я живу в Москве, и у меня тоже среды как бы языковой нет такой сильной. Но когда я начала вести канал, и когда он как-то так резко стал немножечко известен, в него пришло очень много незнакомых людей, и они стали все писать мне комментарии. Многие были такие комментарии, скажем так, не совсем, которые я разделяю, ну, хейтерские. И я с диким удовольствием сидела и переводила их в переводчике, при том, что еще есть же проблемы с переводчиками, что они переводят очень смешно иногда, и это звучит очень дико. Но так тоже язык и среда у меня сформировалась. Теперь я знаю, что если я напишу что-то в канале, кто-то придет, мне напишет комментарий на чувашском, я буду его переводить, я буду придумывать ответ, и тем самым у меня будут языковые процессы как-то в моей голове запущены, и мне кажется, тоже дико круто. Вот. Ну, с 17-го года по-разному, а так сначала нормально все было, конечно, а потом поменялось. Ну, а так, если говорить про повышение своего языкового уровня, то здесь поможет только чтение. Чтение и поможет изучение словаря. Буквально вот недавно я столкнулся с тем, что начал писать, и мне буквально не хватало слов, чтобы это все выразить. Но у любого народа есть свои толковые словари, есть словари, которые записаны. Вот у нас тоже есть такой словарь, словарь Ашмарина, один из первых в России, с 50 тысячами словами, буквально там их так много, фразы, слова, все диалекты зафиксированы. Начал зачитываться, и буквально это помогло. В какой-то момент получился очень интересный текст, ну, тавтограмма на одну букву, из буквы «К». Притом там использовал 60 слов, которые в быту уже не используются, а буквально есть только в этом словаре, которые диалектные и прочее, прочее. Но зашло очень хорошо, потому что никто не понял, во-первых, всем захотелось узнать, вот и реакция была хорошая. Но, тем не менее, когда ты сам это пишешь, когда ты все это читаешь, изучаешь, это все равно не все, конечно, но откладывается. Ну вот, только так. Иначе по-любому, по-другому, мне кажется, никак нельзя повысить свой уровень владения языка, по крайней мере. Вот я согласна с чтением, но, например, если мы говорим про каких-то там современную молодежь, там детей, нужно же, чтобы они читали что-то, что им интересное. Вот есть ли, может быть, в Татарстане какие-то современные авторы, которые пишут на татарском, в Чувашии, может быть, есть какие-то авторы, вот вы кого читаете? Или все историческое в основном? Ну, у нас в Казани Туан Батрот вышла книга, по-моему, недавно, да? Современный.
Ну, на самом деле, мне кажется, здесь больше дело желания. Я думал, что молодые чуваши не пишут прикольные стихи, а буквально недавно ВКонтакте наткнулся на одного поэта, можно сказать, ему 19 лет, он буквально самородок, учится вообще на юриста, а пишет стихи подобные, которые писал, например, вот классик Айги, да, вот так вот. И я был поражен, грубо говоря, потому что не ожидал, что человек 19 лет может так хорошо владеть нашим родным языком, притом он не сидит за словарями, он просто учится на юриста. То есть это в нем есть. Если мы хотим, мы их найдем. Все просто. Хорошо, такая полемика, дискуссия панельная. Хорошо, ну тогда, наверное, нам, вам, всем нам нужно создавать эту площадку, где это было бы легче сделать. То есть я хочу почитать что-то на чувашском, я знаю, куда зайти, где я могу найти то, что мне будет интересно. Да, ну, на татарском то же самое, видимо. А вы думали вот тоже, извините, если перебиваю, создать какую-нибудь, может быть, единую какую-то площадку, платформу? Ну вот в свое время там блогеры русские там создавали «Спасибо, Ева», да, что-то такое. Ну, то есть какое-то объединение, на котором, ну, как-то, если типа по отдельности нас смотрит не так много, там, ну, как вас смотрит не так много, если какая-то была бы единая платформа, то есть было понятно, вот на платформе я захожу, и что-то я там точно найду. То есть как бы когда появляется мысль в голове, что мне посмотреть, у меня сразу есть ответ, что я захожу туда-то. Ну, возможно, есть у вас такая идея, мысли какие-то такие? Мне дико хочется, чтобы такое было, но я не знаю, что на связи, комментарии. Можно, да, я вот тоже добавлю про нашу работу. Вот я уже начала говорить. Вообще, как у нас в Татмедиа, да, эта работа устроена. Вот Ялкан, как мы, вот подростковый журнал, подростково-молодежный мы говорим, и это как мультимедийная редакция. Но помимо этого у нас еще есть другие как бы журналы, возможно, вы уже были, да, в гостях, там вам показали, скорее всего. Салават Купере, это все начинается, например, журнал для самых маленьких, так скажем. Это для самых маленьких, которые еще только-только там начинают что-то узнавать. Вот у них есть журнал, где игры, где картинки, они могут смотреть, родители уже в основном это покупают, да, и помимо этого мы понимаем, что как бы наши дети, например, 3-4 года, они в интернете, они сидят на Ютубе, смотрят какие-то вот эти ролики, блогеров каких-то детей, да, и они также сейчас создают, как бы вот на Ютубе у них есть свой канал, они делают там свои проекты, Салаватики называется, вот очень популярно сейчас здесь. Был же у нас синий трактор едет к нам, вот этот, который сипает. Это такого плана, но на татарском языке такие ролики, на татарские какие-то детские песни. Они набирают детишек, и они там поют, также там анимационно. Получается, вот, мы можем зайти даже посмотреть какие-то у них для самых маленьких. Также у них есть, например, вот сказала же про блогеров, да, там маленьких детей. У них также есть проект похожий на этот, где он там артист, например, нашего Камаловского театра со своим ребенком. Они также что-то делают, учат там какие-то слова на татарском языке. Потом дальше идет, это я уже в 2 словах рассказала, да, потом вы, если вам интересно, сможете зайти там посмотреть, возможно, ну, какие-то идеи тоже заберете, да. Дальше у нас идет другой журнал «Сабантуй». Это уже для начальных классов, это для детей начальных классов. У них тоже свои какие-то проекты есть. Также журнал в бумажном варианте. Получается, если ты хочешь там ребенку, ты даришь, например, ты говоришь, вот тебе журнал, если вот в интернете тоже тебе контент, вот ты смотри, там как бы свой язык там учи. Дальше, конечно, эти же дети, они вырастают и приходят к нам. Как бы Ялкан, это уже мы, более подростково, молодежно. Я вообще всегда говорю, что у нас очень сложная аудитория, потому что это как раз вот этот период, когда как бы родители это уже как не авторитет, там подростковый возраст, люди меняются, да, поэтому мы больше, конечно, такой между там родителями, с учителями и подростками стоим, но мы, как всегда я говорю, мы как бы всегда на стороне подростков и молодежи, потому что, например, мы всегда должны, вот у нас тоже интервью разные с известными людьми, вот там выше был у нас, например, хоккеисткой мы интервью делали, которая участвовала, она как бы с нашего Скупмарского района, да, и у них, она сейчас в Олимпиаде она участвовала, как бы наши там дети, они должны знать, что есть вот такие люди, например, которые на татарском языке, как бы они из татарского района, и они как бы вот добились таких успехов, как бы для них, и они говорят на татарском языке, это уже для них уже как бы, да, типа это классно, так круто. Вот, это самый наш известный канал, вот делаем интервью, также вот с Нурминским делали.
Ну, например, это как мы видим, например, Нурминский, он как бы выступает на русском языке, как бы мы его знаем как русскоязычного, как бы рэпера, там, артиста, да, но в то же время он очень хорошо говорит на татарском языке, он татарин, да, мы делаем как бы интервью на татарском, где он на татарском болтает, и как бы вот эта молодежь татарская, она думает, классно. Также у нас есть интервью, вот Хижина музыканта, возможно, знаете, да, там Раиль Арсланов, у него 3 миллиона подписчиков, да, на Ютубе. Он как бы на русском тоже делает контент, но он татарин сам. Да, он тоже там из Армановского района, он как бы очень хорошо говорит, и как бы мы делаем такой контент на татарском языке, чтобы эта вот молодежь, они как бы смотрели и думали, ну классно, да. Потом дальше идет у нас следующий журнал, да, это Идель уже как бы, это больше там молодежь, уже более взрослое поколение, как бы там больше, конечно, вот про творчество, про стихи, про рассказы тоже. И у них тоже, например, есть какие-то шоу, например, «Минаул дахолам», «Я остаюсь в деревне». Почему? Ну, это про тех людей успешных, которые там добились успеха, но в то же время они живут как бы в деревнях Татарстана. И тем самым как бы в своей работе Татмедиа, да, мы вот стараемся как бы вот давать разный контент. Также в ТикТок мы заходим, да, вот активно работаем с блогерами тоже, да, и мы очень надеемся как бы, что наша работа вот она такая, да, это помогает также вот развивать наш татарский язык, в первую очередь, конечно, детям. Раз уж я взяла микрофон, да, я хочу еще показать про наш проект «Биг Матур» мы в прошлом году делали, да, так скажем, похвалюсь, да, совместно с Суваром тоже, да, нам давали аксессуары. Мы делали проект «Биг Матур» ВКонтакте, давайте... Да, вот видите, да, перед нами стояла задача. Мы должны были, благодаря с помощью какого-то проекта, рассказывать нашей аудитории, подросткам и молодежи про разные национальности, которые проживают у нас в Татарстане. Как это сделать? Да, как бы если мы там вот в журнале напишем, вот есть такие народы, там вот у них это национальная одежда, как бы, скорее всего, это не будут читать, это не будет интересно, да, как-то нам нужно было подать это вкусно и интересно, и мы придумали такой формат, мы пригласили стилиста, и через обычные, да, повседневные образы, которые они могут себе набирать, да, там одеваться, мы туда внедряли, получается, аксессуары разных народов, получается, которые у нас проживают. Например, у нас есть как раз чувашские, наверное, посмотрим, да, вот как раз с чувашскими аксессуарами. Так, здесь у нас просто монетизация, да, есть. Дальше. Чушь не буду смотреть, давайте. Да, и потом, чтобы русские молодежь, они любят у нас контент, так скажем, полезный. Да, мы поэтому здесь мы также сотрудничали с шоурумами, как мы сказали, чтобы молодежь посмотрела, и потом вот ей образ понравился, он поехал и купил. Поэтому мы цены написали, что цены были такие, так скажем, доступные, да, и тем самым показывали какие-то аксессуары, и по-разному, чтобы они можно использовать. Нам очень понравилась, скажем, обратная связь. Очень понравилась обратная связь, потому что, ну, например, вот да, здесь даже можем увидеть, что это как бы у нас повседневный образ, и используются какие-то аксессуары. Да, там, также у нас вот здесь не видно, да, нам вот очень красивую рубашку тоже давали, прям очень красиво, да. И потом мы даже обсуждали, что это выглядит очень круто. И у нас даже писали, спрашивали, где их можно найти, там, где можно купить, там, да, например, кому-то нравится, там, на мероприятии носить, кто хочет выделяться. И таким образом, да, вот мы сделали 6, по-моему, выпусков, да, потом в Кремле, в присутственных местах делали как раз, да, вот у нас тут ролик, мы сделали прям модный показ, такой на татарском языке, первый в Казани. Здесь тут тоже используются аксессуары, там, современные образы, плюс какие-то аксессуары разных народов. Чуваши, удмурты, башкиры, татары, те, кто у нас
то есть постарались сделать это максимально современно, модно, чтобы про это очень классно сказали. Вот вроде у нас вот получилось. И вот этот проект, это в прошлом году мы делали, и как раз в этом году хотим тоже продолжить делать такой проект. И вот я вас слушаю, да, сижу и думаю, это очень круто, да, что вы сегодня приехали, это такое вдохновение для нас, и я думаю, даже совместно можно будет какие-то там проекты делать. Спасибо. У меня такое выступление длинное было. Ну, вот где-то 10 лет тому назад я, наверное, начала свои сольные концерты, и когда на такси еще поехала, ну, когда строитель, очень самый большой зал, и поехала на такси, таксисту говорю, молодой парень, говорю, приходи, говорю, ко мне на концерт, говорю, чувашский, говорю, я, говорю, по-чувашски пою, сама, говорю, в Казани живу, татарка, а он мне категорически говорит, а нам это не надо, вот. Я говорю, ну ладно, тебе не надо. Передай, говорю, друзьям твоим. Говорит, вот нам это вообще не надо. Вот тогда я задумалась, как так получилось. В Казани у нас молодежь, ну, почти все разговаривают, а там им не надо. И вот я задумалась, в какой-то момент татарам вот, удалось ввести татарский язык в моду. Я не знаю, когда это произошло, а ведь было время, у нас молодежь тоже мало разговаривали. В большинстве своем разговаривали только приезжие из деревень, да, но в одно время вот вспыхнул вот этот как будто мод на татарский язык. И в городах Мохтаны хвастаясь, да, и вот я всегда думаю, как надо быть, вот, что надо делать, чтобы ввести вот именно чувашский такой прекрасный язык в моду. Для этого, наверное, наши вот молодые блогеры должны быть намного смелее, без тормозов, что ли. Это же касается вашего языка, нашего языка. Вот я вам желаю этого, смелее быть, и не только вот в соцсетях, а на улицах вести в моду. Потому что для этого вы должны быть авторитетом для всех. Тогда они везде вам надо разговаривать на чувашском. Это будет модно. Введите в моду. Спасибо. Молодежь поддержку нужна. Да. Мощные, сильные национальные лидеры, если там Раиса нашего республики, да, и вашей республики тоже. Да, обязательно. Да. И поддержка, да. Конечно. По поводу поддержки хотелось бы узнать у вас, у татарских блогеров, вот по поводу поддержки хотелось бы узнать, есть ли вообще поддержка со стороны государства у вас? Может быть, у вас есть какой-то союз татарских блогеров, к примеру? Вот если говорить о нас, о чувашских блогерах, мы как бы каждый сам по себе, в принципе, работаем, у нас нет никакого союза, практически нет связи, наверное, с администрацией, даже можно сказать. Прям такой сплоченной работы нет. А я со стороны как бы смотрю на вас, и кажется, что у вас прям есть какая-то поддержка, прям чувствуется это. Вот хотелось бы от вас ответ получить. Можно я отвечу на вопрос Фариды, ну, на ее вопрос, и частично, получается, автоматически отвечу и за татар. Вспомним 90-е годы. Рафис Хашапов и Зинур Аглиуллин в те времена создали большое национальное движение в Татарстане, и благодаря этому татарский язык распространился, чего не было у нас. И, исходя из этого, вот, сегодня татарский язык более модный, чем, допустим, чувашский у чувашей. Ну, как правило, мы в основном действуем по собственной инициативе, на энтузиазме. Вот. Нам нравится этим заниматься. Прежде всего, я считаю, что человеку должно нравиться то, чем он занимается, то, что он показывает. Вот. Мы показываем то, что нам нравится, и вдвойне приятно, что это перекликается с нашим языком, с нашими с особенностями нашего языка, какие-то фразы. Вот в Татарстане говорят, как мы уже говорили, мы не объяснили, что это за формат. Допустим, есть какие-то фразы смешные на татарском, и мы изначально... Может, найдем этот какой-нибудь ролик?
говорим какая-то фраза, как она звучит на русском и как звучит на татарском. И есть такие устоявшиеся фразы, они такие забавные, и люди, татары, они узнают, они вроде так нелепо звучат, но люди, истинные татары, кто знает язык, они понимают вот эти фразы, и им становится смешно. Это же наше родное, там, мы же тоже так разговариваем в повседневке, то есть такие вещи обиходные. Нашел? Вот, например, ну давай посмотрим. Улян Хазар, это значит, ой, я сейчас умру. Такое преувеличение. Мы по большей части за идею. Вот мы с ней, допустим, единственное, сейчас такая поддержка, вот можно с того года, у нас сейчас такая дружеская сотрудничество с Татмедией, они нам очень сильно помогают в плане локации, в плане света, в плане звука. Мы просто говорим, можно поснимать? Они такие, да, конечно, базара нет вообще. И когда вот реально, и когда еще, ну, вот такая вот поддержка, вот чисто без коммерции, да, она как бы еще и, как, не знаю, когда, ну, деньги не помешаны, да, это вот ее песня. То есть вообще коммерческой поддержки никакой пока нет. Может, когда-нибудь будет, я не знаю. Но пока за идею вот так вот снимаем, и вроде неплохо получается. У нас есть грант, который выделяется, но мы никогда не брали гранты. Да, не знаем, как это делается тайно. Да, некоторые люди, кстати, думают, что у нас поддерживают государство. Какие-то финансы выделяются, как бы, но мы живем вне этого, потому что не были особо заинтересованы. Вот, как бы зарабатываем чисто на своем контенте. А так, ну, в принципе, есть очень много проектов, которые финансируются государством для поддержания татарского языка. Это и какие-то видеоконтенты на YouTube, какие-то фестивали очень много проводят, мне нравится. Вот Песчан базары называется, Мин татарша селяшем, я говорю на татарском, они именно целенаправлены, ну, в основном на молодежь. То есть очень много разных татарских групп, исполнителей в различных направлениях, это тоже очень здорово. Вот. Ну, в принципе, финансирование оно есть, но не все его используют. В основном все занимаются, исходя из собственной инициативы. Нам нравится этим заниматься. Вот, и особенно, когда есть обратная связь, когда людям нравится, они поддерживают, пишут комментарии, это очень приятно. Нет же. У нас есть, ну, как бы такого союза нет. Есть общий чат WhatsApp, где мы друг другу скидываем предложения или просто общаемся. А бывают иногда встречи между собой. Там есть различные проекты, куда собираются вместе блогеры. Там блогеры в халатах, например, есть, где там на глаза операции, например, делать, мы освещаем. Ну, есть какие-то такие мероприятия, там выход какой-то книги татарской, например. Вот. Но всячески стараемся поддерживать не только на коммерческой основе, а чисто вот из инициативы поддержать свой язык, сделать его более узнаваемым. У вас же по-любому есть, наверное, тоже такие вот какие-то будут свои особенности, да, приколы у чуваши. Вы можете про это вот снимать немножко, да? Можно и на русском немножко же это говорить, чтобы больше людей посмотрело, да, допустим, и туда пихнуть вот этот вот прикол, какую-нибудь шутку там, высказывание, либо же акцент, может быть, какой-нибудь, да, и тоже так же, типа, снимать ролики. Вот насчет хейтеров можете вообще не обращать внимания. Вот на Ютубе вы бы там почитали комментарии, просто зашли, почитали, там такие просто комментаторы, я вообще угораю всех, я иногда им специально отвечаю, ну, на позитиве, и прям там, о, нифига себе, прикольно, с тобой там можно пообщаться, и мы с ними общаемся в комментариях. Я никогда не обращал на хейтеров вообще, и в Инстаграме мне, кстати, вот я вот сколько уже снимаю, ну, года 4, наверное, снимаю, вот так вот. И вот мне единственный хейтер, который мне написал один раз в Инстаграме, мне было вообще дико обидно, это недавно еще было, он написал под видосом, это типа тот Манкурт, который говорил,
что у русских есть бог, типа что-то там, короче, вот на такой ролик он написал, типа, то, что я манкурт, короче. Мне было немножко обидно и все, как бы. Это единственное, что я запомнил. А там пишут и пишут, но больше позитивных комментариев, реально. Главное, чтобы была реакция, чтобы было внимание. Да, когда есть просмотры, типа, ну, мы же люди как бы все равно бизнеса, нам как бы просмотры важны, подписчики, да, когда у тебя все идет. Ну, а в любом случае, несмотря на то, что там бизнес, не бизнес, мы стараемся не выходить за какие-то рамки, чтобы это было культурно, логично и в рамках дозволенного. Да, вот я, допустим, ну, много людей, да, вот, и не раз, когда меня сюда еще позвали, один раз, типа, чувак сказал, то, что вот я хожу с тюбетейкой, да, ну, там, я такой весь, типа, правильный, там, допустим, да, вы там ходите с тюбетейкой, снимаете вот такие ролики, а когда, ну, когда вы, ну, когда не снимаете, когда вы, как он там сказал? В обычной жизни, типа, вы там ругаетесь матом, курите, не читаете намаз, получается, да, хотя он обо мне не знает, но когда он мне вот это сказал, мне, конечно, было обидно, вот, чувак, когда мне... Да, да, это тот раз, когда, типа, нас позвали, и он вот так вот при всех сказал, типа, вот, как бы с тюбетейкой, да, когда он снимает, вот так вот ругает, хотя я матом не ругаюсь. Если просмотреть весь мой контент, там нет мата, либо чего-то еще, который ущемляет другие нации, вообще нет, там все на приколе. Вот. Из этого никак, чем больше аудитории у тебя, чем больше просмотров, тем больше хейтеров и как бы подписчиков. Хейтеры это как, вот сегодня они хейтеры, завтра как бы уже и подписчики. Ну вот Татмедиа прям вообще большое спасибо, что они нас очень сильно поддерживают в плане вот. Это наше. Когда вы показывали различные каналы, вот прежде всего журналов различных, да, на татарском языке, получается, все журналы, которые выходят, они создают еще и видеоконтент? Вообще, как бы в Татмедиа, вот у нас генеральный директор выступал, да, он, вот я везде говорю, что нам очень повезло, да, как бы человек, который реально понимает, как нужно работать, да, и любые идеи, как бы все поддерживает. И поэтому в основном, конечно, все средства массовой информации, они стараются создавать какой-то видеопроект. Будь то там ВКонтакте, будь то другие социальные сети, да, и это всегда у нас в Татмедиа поддерживается. Прям говорят, только делайте, только создавайте, только давайте, ну, сотрудничайте, с любыми идеями нас всегда поддерживают. Но, конечно же, все-таки хочу подчеркнуть, что у нас все-таки вот мы, вот те журналы, которые я назвала, они прям целенаправлены, потому что мы молодежный контент создаем, как бы детский, молодежный. Мы, конечно, целенаправленно работаем, 80% нашего времени мы посвящаем интернету, видеопроектам. Остальные 20% вот как раз вот журналов. У нас журнал раз в месяц издается, и как бы всего 20% времени мы туда, ну, как бы вкладываем. Все остальное время у нас всегда съемки, каждый день какие-то мероприятия. Но еще офлайн мероприятия, конечно, они тоже очень важны. А как вы решили вопрос с камерами и видеооператорами, которые это все снимают? Все решаем, все вопросы решаются. Но мы приобрели видеокамеру, у нас сейчас есть на балансе 2 точно камеры, есть осветительные приборы. Постепенно, каждый год мы стараемся не обновлять, а приобретать новое оборудование. И операторы, у нас есть специальные штатные единицы для оператора-монтажера, но если не хватает, то мы привлекаем со стороны. Ну, на основе КПХ там есть много видеомонтажеров, видеографов, которые занимаются самостоятельно, и они готовы нам помогать. И у нас есть еще одно направление, которое тоже важно для нас. У нас проходят практику студенты, которые обучаются в КФУ, у них факультет татарской филологии, но направление журналистики. Но журналистика в наше время уже не такое уже узкая направленность, да, то есть журналистика это уже объединяет и пиарщиков, и
всех, которые, ну, все профессии, которые связаны каким-то образом с медиа-продакшеном. Вот. И есть там и студенты, которые обучаются монтажу, обучаются операторскому искусству, скажем так. Ну, находим пути выхода. Так вот. Спасибо. Я еще добавлю, да, раньше же было, вот даже несколько лет назад очень прям обсуждали, там, вот это журналист, вот это блогер, чем они отличают, там научные работы на эту тему писали, да, а сейчас мы видим, как вот это меняется мир, да, и очень важно как бы на сегодняшний день СМИ и блогерам сотрудничать. И как бы Татмедиа это тоже прекрасно понимает. И наши вот татарские блогеры, это, и вообще не только татарские, да, блогеры, которые у нас в Татарстане, это тоже понимают, потому что в любом случае как бы мы друг другу можем быть полезны. Да, как бы поэтому нет такой прям какой-то, как раньше было, вот этой конкуренции какой-то, вот мы там СМИ, вот мы там блогеры, да, и у нас в этом плане очень такая сплоченная работа, и мне кажется, и в этом есть, наверное, вот какая-то наша фишка, даже в том, что мы вот можем и вот выстроили вот эту работу. Я не могу сказать, что мы его полностью выстроили. Мы вот в этом направлении двигаемся, вот, наверное, так правильно выразиться. И про студентов тоже, да, вот мы даже вот студентов у нас из журфака, да, и вот, и, как правильно там, ну, филологи, да, наши, конечно, вот они у нас практику проходят, мы их обучаем всему, и писать, и ролики снимать, как бы они должны уметь все, как вот мультимедийная редакция. И поэтому в этом направлении работаем. Я предлагаю, если больше вопросов не осталось, Да, и все-таки есть давайте поиграем. чуть-чуть, наверное, подустали, наверное, да? Все-таки время проходит. Да, микрофон есть. Да, сейчас на экране появятся чувашские и татарские слова. Вам надо будет угадывать. Давайте начнем с татарских слов. Чуваши должны угадывать какое-то слово, то есть переводить. Да, да, с татарских давайте начнем. Это не переводится. Ну, переводится. Кто не умеет читать, то можем озвучить. Да, чпичмак. Я. Да, на русский. Да, на русском надо сказать. Хорошо. Вы сегодня ели. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Хлеб. Да. Эльфиар, мне кажется, все знает. Книжка. Он все знает. Зеленый. Хорошо. Курица. Может, другие знают? Репка? Даже татары не знают. Да, шалфан – это репка. Это платье. Голова. Эльфиар, ты откуда знаешь, что татарский язык? Из-за этого, да, татарский? А сейчас татарские блогеры угадывают, да, чувашские слова. Надо будет перевести. Мне кажется, тут сложнее чуть-чуть. Майор. Считается Вам не надо Майор. говорить. Я молчу. Варианты какие? Не все. Орех, походу. Да. Майор – это, да, орех. Угу. Отвечает татар долго. Да. Делгулу. Тельгулу. Я не знаю. Да, это встреча. Угу. Может, ну, мне кажется, это очень популярное слово. Юра. Ладно. Нет. Подсказывай. Знаете? Да. Щер. Да, угадали же. Песня. Да. Хулгачаки. Подсказывай. Хуга на татарском звучит примерно так же. Нет. Колак. Колакчик. Это сережки. Подвесочка, Да. да. Ага, дальше. Самах. Ну, чуть-чуть
Похоже. Как-то не похожие слова об этом празднике. Это все Ксения Это собрала. сложно? Нет. Сама слово. Слово, да. Тамар. У вас очень похоже звучит. Ого, обратно надо читать. Гласные поменять. Гласные переставить. Мотор? Нет. Тамар. Гласные переставьте как-то одинаково. Тамар корень? Да. Тамар. Корень. Тамар. Пушмак. Ну да, обувь. Почти очень похоже. Да, юлташ. Это тоже чуть-чуть похоже. Читается как юлташ. Да, типа как... Ага. Шумар. Юмор. Очень похоже. Нет. Юбы. Нет. Шумар. Это, да, дождь. Русский вариант. Окончание. Да, шумар – это дождь. И дальше... Ну, это прям очень похоже. Сосед. Главный чувак, что говорит. Себе что Все знает. Да. Это родственница. Давай. Ильнар, ты знаешь по-любому. Поздороваться, что ли? Мы даже снимали видео. Это у нас теща. Мама, это теща. Читается пуган. Это стул. 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 Татары. Да, давайте сразу эту вторую игру. Да, у нас вторая игра еще. Мы подготовили вопрос. Вам надо будет ответить на эти вопросы. В каком году появился ВК? Нет. Шестой год. Ага, дальше. Что связывает Одноклассники и ВКонтакте? Российское происхождение. Верно. Да. Угу. Какие снимки изначально можно было сделать в Инстаграм? Еды. Нет, Как вариант. Да. Вертикальные, да, квадратные. Да, квадратные. Угу. Самый популярный хэштег в Инстаграм. Нет. Татары поймут. Нет, это вообще. Это, ну, скажу, да, это английское слово. Инстаграм? Нет. 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 На английском, наверное, да? Да. Да, на английском все. Не еда вот это вот? Нет, не Лайк. На футболках часто тоже пишут эту надпись. Да, ну Везде это каждый день добавляют. говорят это слово. Да. Может, кто-то не говорит. Сколько там букв? 4. Лав? Да. Лав, правильно. Молодец. Давай. Когда похоронили Инстаграм в России? Запрещен. Да, а какого числа именно? 20 какого-то. Нет. 18. Ну, чуть ближе. 14 марта. 14 марта. Да, 14 марта Светлана только работал. Создатель ВКонтакте. Ага, имя? Да. Какого числа отмечают День блогера в России? Так, я их забыла. Это летом. 31 июля. Национальный праздник. Да, вы это должны знать. Нет. Я говорю, еще нет. Ну, это вы должны знать. Это летом. А? Как показывает там? Яндекс. Нет, 24-го. Нет, в июне. 18-го. 14 июня. Угу. 14 Да, 14 июня. Инстаграм. Да. 14 марта. Давай, дальше. Так, слоган Ютуба. Нет.
Видно, что не работает, да, с Рутубом? Никто не работает, да, в Рутубе? Смотри, создавай, загружай. Ага, и последний. Когда создали видеохостинг YouTube? Нет. Пораньше. Нет. Да. Да. Все, на этом вопросы. Родин только еще есть, оказывается. Да. Молодцы. Справились с вопросами. Ладно, мне сказали, давай завершать, давайте завершать, но не до конца. Вопросы еще есть, да? Пожалуйста. Сейчас все соберутся. Я хотел бы, чтобы Ильдар подошел. Прошу прощения. Идея... Будем еще некоторое время ждать, поэтому давайте вопросы еще какие-нибудь другие. Пока ждем Ильдияра. Ладно, давайте я задам вопрос. Вот вы, создаете национальный этнический контент. Вообще такая самая бесячая сложность в чем состоит? Кто начнет? Да. Самое бесячее для меня это монтаж, наверное. Когда я монтирую, сижу на одном месте и трачу там 2 часа, 3 часа вот своей жизни. Вот сам. Знаете как, вот один раз, вот мне, когда я зашел в магазин, и мне сказали, типа, я вас знаю, и там тоже сидели его друзья, он говорит, покажи, что ты снимаешь. Я им показываю, как мы там снимали вайны, они такие смотрят, и один говорит, ничего уже сложного нет, по сути. Вот мне было вообще настолько, меня это взбесило, но я такой, да, ничего сложного нет. А когда ты вот начинаешь там, допустим, ставишь телефон на штатив и начинаешь снимать, да, и там появляется ветер, допустим, да, люди начинают ходить там, что-то еще. Да, свет там надо настраивать, у тебя рот там, дикция плохая, допустим, да, в первой половине дня не получается, и в конце там вот снимаешь, и в конце там закидываешь ролик, и он типа не набирает просмотра, вот это тоже иногда бесит, когда люди не оценивают ролик, вот. Это в ходе работы, наверное, сложности, а так, мне кажется, для всех блогеров, в основном, кто сам придумывает, кому нужно делать что-то уникальное, это придумать идеи. Самое главное, наверное, это идея, и не выгорать, эмоционально не выгорать, всегда быть в тонусе и уметь чем-то вдохновляться для того, чтобы творить дальше. Мне просто понравилась тема с монтажом. Пока что мы сами монтируем видео, но самое бесячее — это субтитры. Я думаю, почему я должна ради русских печатать сейчас русские субтитры? Это очень тяжело, потому что тут надо соблюдать особенности перевода. И как же было... Я вот в прошлый раз печатала, думаю, почему не все люди чуваши в этой стране? Да, пока это самое тяжелое, потому что надо подстраиваться под другую аудиторию, чтобы они это тоже смотрели, потому что самих чуваш, которые употребляют этот контент, достаточно мало. И если ты не будешь писать субтитры и печатать, то вряд ли просмотры будут там за 1000, да, хотя бы. Вот. Ну, мы наняли, конечно, человека, который этим будет заниматься, но тяжело. Девчонки, мальчишки, что-нибудь? Для меня, наверное, самое сложное – это попасть в нужное время, в нужное место. Так как у меня видео не постановочные, а из каких-то национальных мероприятий, например, я снимаю чувашские свадьбы, а таких именно с национальным уклоном, с чувашскими нарядами, так скажем. Таких свадеб, к сожалению, на сегодняшний день мало. Но тенденция идет в лучшую сторону, так скажем, последние годы. Все больше и больше в интернет-пространстве я вижу такие свадьбы в национальном стиле. Завтра, кстати, я снимаю татарскую свадьбу в Чувашии, в Батыровском районе.
не делать, минимализм, как бы, ну, кто как относится. А так взрослые обычно всегда настраивают, там, родители, бабушка, дедушка, вот, нужно по традициям, должно быть вот так. Там. Ну, как бы в основном татарская музыка, естественно, там определенные какие-то плясовые, например, да, татарские, народные песни. Этим всем сопровождается, конечно. Я про костюмы хочу спросить, потому что бывает так, когда я там что-то рисую, делаю иллюстрацию в чувашском стиле, мне могут прилететь комментарии в плане того, что я неправильно сейчас использовала какой-то орнамент либо элемент. Вот у вас, я вот вижу то, что вы сейчас в национальных элементах, у вас бывает такое, то, что вот неправильно используете там тюбетейку, либо одели что-то не то. У меня в видосах тюбетейки даже летают, как бы, да. Они как бы... Мне такого никто не писал ни разу, типа. Наверное, главное правильно преподнести на юморе. Вот, наверное, у нее вообще костюм есть целый. Сначала я арендовала, потом решила выкупить. Это часть, которую я всегда на шестовой машине вожу. Ну, у меня костюм тоже лежит в багажнике на всякий случай. Вот, но нет, в принципе, каких-то таких комментариев никогда не было. Единственное, могу сказать то, что вот почему ты одел рваные джинсы с таким национальным головным убором. Ну, не знаю, я как-то человек более со свободными взглядами, поэтому многие меня за это не любят, конечно, потому что я высказываю свое мнение, там одеваюсь как хочу. Вот. Ну, как я уже сказала, сколько людей, столько и мнений. И у нас люди немножко в Татарстане, они, ну, особенно люди более взрослого поколения, немножко со старыми взглядами, со стереотипами, и в этом плане возникают иногда сложности, непонимание там молодежи, ну, проблемы отцов и детей, да, так сказать. Но все равно вот эти национальные какие-то моменты, они дают о себе знать, что вот в наше время вот так было, вот так нельзя носить. Ну, это, мне кажется, всегда было и будет. Вот, но все равно хотелось бы, чтобы люди более свободно к молодежи, и вот вы сказали, вам тоже пишут какие-то негативные комментарии, нужно поддерживать или более спокойно относиться к тому, что люди несут что-то там национальное, пусть, ну, как бы по-разному это преподносят. Вот самое главное, что мы несем это. У меня вопрос вот вам. Сколько часов вот вы сидите в телефоне в день в среднем? Как минимум 3-4 часа, да? А вы сколько сидите? Очень много. У меня просто основная работа еще в телефоне, вот в чем проблема. Ну, у вас же, ну, допустим, у айфона уже есть там в начале недели, в понедельник он, типа, считывает там, можете посмотреть. У меня, допустим, 12 часов в телефоне в среднем, 12. Часов 8, да? Нормально, нормально, в принципе. Я, походу, много сижу. Спасибо, стараемся. Мы, думаю, послушаем последний вопрос от Калюк. Он, кстати, приехал из Чебоксар специально на это мероприятие сегодня посмотреть, задать свой вопрос. Поэтому, возможно, Ильяр выйдет в процессе. Сыйлық sunады пурнидитусем. Саламатлек Талим. Рад вас приветствовать. Я очень рад вас приветствовать. Я просто восхищаюсь вами, теми людьми, которые продвигают свою вот идею, да, стремятся развивать свою культуру, язык, обычаи, традиции и всем, что с этим связано. И вот я хотел бы наполнить вас, дополнить, поделиться своими взглядами, своим мнением. Может быть, оно будет полезным для вас, для нас, для всех. Хочу это связать первое с одним стихом, который написал Юрий Семендер, который мы знаем, но знают, может, не все. И далее уже исходить от него, донести свою мысль. Он на чувашском языке. Я потом постараюсь вам перенести, вот как раз-таки вот донести смысл. Называется «Ама Женчуня».
душа матери. Хайкильня пырза бохредеть амажын чуне. Марьере тедемжук. Канды кращу удажук. Хуланалар загаредеть амажын чуне. Кашине пуя сра вырынзем пужа жук. Пужа чух. Аджизем батне житредеть амажын чуне. Итлизе деджедеть перкана алакран. Кужульбех ерзе яджедеть амажын чуне. Хваттерде он челье, он замахи жукран. Это написал Юрий Семендер. Он передает этим стихом значимость чувашского языка и на сегодняшний день проблему исчезновения в том, что приходит душа матери, приходит она домой, там никого нет, садится на поезд, едет в город, потому что дети уже все в городах, ищет по улицам, приходит в их квартиру, прислушивается и просто ревет от того, что она не слышит там родного языка. Вот. Юрий Семендер знал Вашлей Мету. Мета наш поэт чувашский, переводчик, журналист. Он лично с ним разговаривал и общался. И я очень вдохновлен этой темой. Тем, что вот именно Вашлей Мета, он хотел передать значимость нашего языка, чувашского. Вот, да? Он хотел передать своими стихами, своими вот, мыслями, журналистской деятельностью, через газету и всем возможным на тот момент. Это было где-то в 30-х годах, до начала Великой Отечественной войны и после. И вот он написал такой очень интересный, так сказать, ну, как стих, он короткий, он опять же на чувашском языке. Я его прочту. Тван чельгибе калашна джух, тура кельдума, лартна шинбек, эбе канзака ядып. Вот меня что вдохновляет вот в этом? То есть он говорит то, что когда я разговариваю вот на чувашском языке, вот просто сажусь, стою с кем-нибудь, да, вот просто я разговариваю на нем, это как мною воспринимается, да, вот как будто я прям обращаюсь к самому Богу, разговаривая на нем, к самому Всевышнему. То есть настолько он мне близок, настолько он мне родной, что это будто бы для меня прям общение вот с самим Всевышним. И вот, и что я вот хотел бы донести, что бы я бы хотел бы наполнить через вот таких людей вдохновленных, это то, что вот они завещали нам своими стихами, стремлением, примером, да, вот знать, учить, распространять, учить своих детей своему родному языку. И вот этот вот большой пример, да, вот, который вот мы сегодня вот, описываем, так как это блогерская деятельность. Вот, и вот чтобы нам распространить чувашский, татарский язык, нам необходимо, естественно, вести блог либо на татарском, либо на чувашском, да? Логично. Так вот, и когда я сажусь, допустим, с татарами, я говорю, ну, если, конечно, там нет какой-то значимой там какой-то темы, которую нужно обсудить, естественно, ну, мы можем обсудить на русском языке. Но я учу, пытаюсь, да,
татар тілін ойраным. Я говорю, вы говорите только на татарском языке. И желательно без использования русских слов, чтобы я впитывал татарский язык и через него выучил этот язык. Потому что если вы будете говорить со мной на русском, ну, процесс этой, так сказать, учебы татарского языка затянется. И если, естественно, я сам не буду там, да, стремиться читать на татарском. То же самое я говорю своим чувашам, чувашскому народу, о том, что если вы хотите распространить, что для этого нужно сделать? Надо разговаривать на нем. Мы разговариваем на нем, да? Каждый представляет это по-своему. И вот если мы хотим распространить это эффективно, да, вот и вот как раз-таки с татарскими вот коллегами, друзьями я советовался и задумывался, но вот я один ли так считаю, или есть люди, которые разделяющие? И очень много людей, в том числе в этом зале, разделяют мои интересы. В том смысле, что если мы хотим распространить, то есть научить, да, то есть запустить его в моду, то есть, чтобы не только между нами он распространялся, да, а еще и этому были вдохновлены те родители, которые вот не учат своих детей национальным языкам. Нам нужно это распространять на чувашском языке. И, ну, конечно же, там не без учета там каких-то юмористических, там использования, может быть, в каких-то моментах и русского языка, да. Я ко всем языкам отношусь совершенно одинаково. Вот. И вот эта вот идея, вот, если мы говорим о распространении, о истинной вот этой вот идеи распространения национальной темы, то вот именно чувашский язык в большинстве своем, он бы, мне кажется, более поспособствовал вот той идее, которую вот я читал о стихах Меты и Юрия Семендера. Спасибо огромное, спасибо большое. Прям, мне кажется, классно, что мы вот с таким прям посылом заканчиваем сегодняшнее мероприятие. Я хочу сказать всем огромное спасибо, что сегодня присутствовали. Очень рады вас здесь приветствовать. Сейчас мы вам покажем наши студии. Думаю, на этом будем завершать. Ксения, что у нас в конце? Тем Бигзур Рахмет. Мы сейчас с блогерами пойдем смотреть студии, поснимаем немножко контента, потом я и чувашских, и татарских блогеров приглашаю к нам в редакцию газеты «Сувар», в редакцию чувашской газеты, посидим, попьем чаю и пообщаемся. Все, всем спасибо. Здесь? Мне кажется, наверное, не где вы оставите. Полтора, да, просто